Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Мир-24 посвятил отдельную рубрику городу Аркадак. В Туркменистане прошел спортивный фестиваль, посвященный девизу года. Определились соперники сборной Туркменистана в отборе на чемпионат мира по футболу и другие новости. Интернет-портал межгосударственной телерадиокомпании «Мир» посвятил новому туркменскому городу Аркадак отдельную рубрику. В рубрике под названием «Умный город Аркадак» можно найти материал об истории создания уникального города, строительстве первого этапа и церемонии его открытия. Здесь также имеются сведения о важных событиях и мероприятиях города. Напомним, церемония открытия первого умного города Аркадак состоялась 29 июня. В Ашхабадском парке «Мир сказок» прошел первый фестиваль здоровья, посвященный году «Счастливая молодежь с Аркадак Сирдаром». В мероприятии приняли участие около 60 детей из разных спортивных федераций. Целью фестиваля была популяризация здорового образа жизни среди детей, развитие дружеских отношений между юными спортсменами из разных видов спорта и повышение интереса к спорту. Представители Туркменистана принимают участие в лагере по обучению и обмену молодежными лидерами Китая и Центральной Азии под названием «Мост к будущему», который проходит в Синьцзяне. Около 30 представителей молодежных организаций, а также специалистов сельского хозяйства и культуры из 5 стран Центральной Азии присоединились к этому форуму. Идею данного мероприятия выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии в январе прошлого года. Запущен официальный сайт инновационного информационного центра Министерства образования Туркменистана. На сайте можно узнать, какие функции он выполняет, как действует Конвенция о признании образования в Европе, как проходит процесс признания зарубежных дипломов и сертификатов, какие документы нужны для поступления в иностранные или туркменские вузы, какие международные договоры существуют в области образования и многое другое. 4 медали, 1 серебряную и 3 бронзовые завоевали туркменские школьники на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе. Предметная олимпиада собрала 348 старшеклассников из 89 стран, в том числе Туркменистана. Как подчеркивают организаторы, будущим химикам сейчас отводится ключевая роль, поскольку в перспективе их знания помогут справиться с изменением климата или энергетическим кризисом. 56-я Международная олимпиада по химии пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии. Зрители предстоящей летней Олимпиады в Париже будут наблюдать за соревнованиями, сидя в креслах из переработанного пластика. Всего планируется установить 11 тысяч таких сидений, на изготовление которых пойдет более 100 тонн переработанного пластика, собранного в парижских мусорных баках. Отходы сначала превратят в стружку, которую затем нагреют и спрессуют в специальных формах. Установка таких сидений начнется уже этой осенью. В США прошел ежегодный конкурс двойников знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя. В этом году победу одержал 68-летний Гэррит Маршалл из штата Висконсин. Состязание проводилось в любимом баре романиста. В нем приняли участие почти 140 бородатых мужчин, похожих на знаменитого писателя. Они должны были скопировать не только образ, но и внешность лауреата Нобелевской премии, а также его манеру речи. Жюри конкурса состояло из победителей прошлых лет. Национальная сборная Туркменистана стартует во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года домашним матчем против команды Узбекистана. Эта встреча пройдет 16 ноября. По итогам жеребьевки второго раунда отборочного турнира сборная Туркменистана оказалась в группе Е, где сыграет с командами Ирана, Узбекистана, а также с победителем пары первого квалификационного раунда Гонконг-Бутан. Всего в рамках второго отборочного раунда сборная Туркменистана проведет 6 игр, 2 встречи в ноябре этого года, а еще 4 матча в марте и июне следующего года. Ахал одержал победу со счетом 3-2 в товарищеском матче над командой Аль-Фейсали из Саудовской Аравии. В составе чемпиона страны дублем отметился Эльман Тагаев, еще один гол на счету дебютанта клуба Алибека Абдрахманова. Ранее Ахал уже провел один товарищеский матч в рамках тренировочного сбора в Турции. Он сыграл в ничью с Аль-Адалахом, который возглавляет бывший наставник сборной Туркменистана Анте Мише. Напомним, в КРТП Ахал готовится к участию в Лиге чемпионов АФК и возобновлению текущего сезона Высшей лиги Туркменистана по футболу. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.